На рубеже 20 и 21 веков началась глобальная трансформация всей мироустроительной системы. Данное время стало временем ухода с исторической арены одних гегемонов мирового порядка и прихода им на смену других, взявших на себя миссию глобального доминирования. В этой поистине вселенской круговерти рискуют исчезнуть, кануть в небытие многие народы, оказавшиеся неспособными сформулировать свой проект развития, определить свое место в нарождающемся новом мире. Поэтому, отвечая на вызов современности, группой единомышленников на изломе двух эпох был учрежден Институт национального развития имени Царажон Ас-Богатара. Институт взял на себя задачи по разработке магистральных, основополагающих направлений развития Алании и России в 21 столетии. Представляемый широкому зрителю материал повествует о первоимени североиранского суперэтноса, которому принадлежит историческая пальма первенства хозяйственного и культурного освоения бескрайних просторов Евразийского степного пояса, Кавказа и Малой Азии. Очевидно, что только познав корневую основу данного имени, станет возможным формулирование жизнеспособного национально-государственного проекта развития аланского народа и России в целом. В рассматриваемом контексте история, этнополитология, культурология и другие социальные и гуманитарные дисциплины выступили в качестве своеобразного Архимедова рычага, позволившего исследовательскому взгляду проникнуть в толщу веков и тысячелетий, познать корневую основу существа первого имени североиранского суперэтноса Ирон-Адам. Народ света. Ирон-Адам. Имя народа, его исконное звучание выступает одним из важнейших культурных маркеров, обеспечивающих сохранение развития национального самосознания, осмысленное восприятие человеком исторического прошлого и настоящего своего народа. Поэтому каждый народ считает своей первостепенной задачей сохранить свое изначальное этническое имя, передать его нарождающимся поколениям. Научная кодификация этнического первоимени североиранского суперэтноса Ир предполагает рассмотрение его как экзоэтнонимов, то есть названий, даваемых народу, этносу другими народами, так и его эндоэтнонимов, то есть самоназваний народа. Такая постановка вопроса вполне правомерна, поскольку на протяжении своей многотысячелетней истории, 5-е тысячелетие до нашей эры, начало 3-го тысячелетия нашей эры, североиранский суперэтнос входил в тесные политико-культурные и военные контакты практически со всеми историческими народами, что не могло не наложить свой неизгладимый отпечаток на его наименование. Последнее зачастую становится непреодолимым препятствием для исследователей, занимающихся изучением истории древнего мира и средних веков и того места, которое в нем занимали североиранцы – Ир-Ас-Аланы. На авансцене мировой истории данный народ рассматривается нами как суперэтнос. У разных авторов обозначался разными именами – Ир, Ас, Ос, Алан, Роксолан, Яс, Скиф, Сармат, Язык, Гимери, Аурс, Массагет, Сака, Осетин и другие. Поэтому здесь мы имеем как эндоэтнонимы, так и экзоэтнонимы, несущие в себе не разное содержание, а разные речевые формы выражения одного и того же содержания. На картах древнего мира области их проживания маркируются названиями Сарматия, Скифия. Соответственно, скифами их называли древние греки, а сарматами – потомки Ромула и Рема, римляне. Фундаментальное значение для мировой историографии имеет познание существа корневой основы самоназвания, эндоэтнонима, культурного массива североиранцев, господствовавших на Евразийском континенте на протяжении многих тысячелетий. В контексте цивилизационного подхода данный массив выступает в качестве древнейшей цивилизации. Остановимся на его первоимени Ир, которое было пронесено североиранцами через горнило величайших военно-политических потрясений и сохранено как высшая ценность. Хрестоматийно, что наиболее коротким, далее неделимым звуком, минимальный смысл различительной единицы языка, которая определяет значение слова, выступает фонема. В этом отношении слово «ир» состоит из двух фонем – «и», «р».
Вместе они образуют смысловой ряд, обозначающий одновременно народ, страну и национальную принадлежность индивидуума. Последнее крайне редкое явление в семантике, поэтому трудно найти в пестрой палитре народов мира более короткое и в то же время емкое, сонорно звучащее слово, которое давало бы столь ясное представление о существе максимально обобщенного сложного понятия – народ, нация. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что ир представляет собой одну из древнейших архаично звучащих морфем. По существу речь идет о реликте, давшего начало базовым понятиям человечества. В частности, от него происходит иронское «ирт» – сияющий, сверкающий, то есть свет. В солнечном календаре иров по кругу располагается 24 руны солнечной энергии. Согласно древней индоевропейской традиции, 25-я руна энергия, расположенная в центре сакрального круга, именуется не иначе, как эфир, где ир выступает ипостасью солнечного света, солнечной энергии. В этой связи определенный интерес представляет гипотеза, выдвинутая рядом физиков, где эфир отождествляется с физическим вакуумом, из которого рождается энергия. На этой физической основе появился термин «вакуумная энергия», соотносимая с абсолютом, творящим все сущее, вечное, неизменное. Об этом феномене света ранее говорил выдающийся естествоиспытатель XIX-XX веков Никола Тесла. Материя создается из первичной и вечной энергии, которую мы знаем как свет. Он светил, и из него появились звезды, планеты, человек, и все на Земле и во Вселенной. Материя – это выражение бесконечных форм света, поскольку энергия гораздо старше материи. Эфир существует, и его частицы – это то, что удерживает Вселенную в гармонии и жизнь в вечности. Сам он именовал эфир не иначе, как светоносный эфир. Примечательно то, что имя великого серба Никола напрямую восходит к иронскому «кола» – солнце, свет, то есть содержит прямое указание на его солнечную природу и отсюда на древний североиранский пласт этнической истории сербского народа. Сербы, как известно, народ, возникший в результате ассимиляции сарматского населения Южной Европы славянским этническим массивом. Видимо, по выше приведенным основаниям, в глубокой древности понятие «ир» стало составной частью наиболее архаичных наименований Бога-Творца и божественного начала в целом – «ир», «ира», «ири», «ирий», «ирта», «орий», «ерий», «арий». Практически у всех народов, относящихся к самой многочисленной индоевропейской языковой семье, а также у древних египтян, семитов, японцев и других. Так, согласно скандинавской мифологии, изначальное имя того, кто несет колонну, которая поддерживает небо на севере и вдается в полярную звезду Ирмин, высочайший из богов. Его также называют Ир и Эр, что означает «власть». В Эрисбурге, замке Эр, растет ясень, священный Ирминсуль, и мир. Первое живое существо, из его тела был создан мир, горы, леса, реки. Согласно славянской ведической традиции, Ирий – славянский ведический рай, расположен на Кавказе. В Ирии собираются и пируют небесные боги. Мифология Древнего Египта тоже буквально пронизана священным именем Ир. Так, Ирта – первобог, создавший великую восьмерку богов, которые в свою очередь создали людей. Уасир – Осирис – верховный бог Египта, сын солнечного бога Ра. Ирис – Исида, богиня домашнего очага и материнства в Египте. В соответствии с мифами древнего Шумера, Динг-Иры – боги, прилетевшие на Землю с планеты Нибиру. Наиболее архаичный пласт мифоэпического наследия североиранской суперэтнической культурной целостности, а в этом качестве выступают Сарцат Дишакта, повествует о том, что Ирон – имя легендарного предводителя, ставшее самоназванием народа Ир. Мифы древнего Ирана гласят: герой Ир – освободитель людей от змея Дагага. Отсюда по Алану Чочиеву вытекает и название страны – Эристон, Ирестон. Североиранцы, первые освоившие верховую езду, воспринимались эллинами за особых сверхъестественных существ, дарующих свет знания. Соответственно, в древнегреческой мифологии образ народа Ир приобрел черты получеловека, полуконя, что нашло свое непосредственное отражение в широко известном мифе о происхождении кентавров.
Показательно, что самый мудрый из всех кентавров, выступивший в качестве наставника искусств, врачевания, военного дела знаменитых античных героев Ахилла, Тесея, Ясона, Диоскуров, носил говорящее имя Хирон. Примечательно также и то, что одного из выдающихся героев Илиады изначально звали Лигирон. Затем Хирон дал ему новое имя – Ахилл. О феномене реликта Ир, его трансконтинентальном, трансисторическом, трансцендентном характере свидетельствуют труды современных ученых, проводящих параллель между компонентом Ира в именах богов-индейцев Ант и месопотамскими компонентами Ира, Илла, от которых происходит библейское Эль. Далее остановимся на взаимосвязи реликта Ир с Аланом, Алан, и Ариан, Арий. Здесь ключевым является отстаиваемое нами с 1994 года положение о тождестве этнонимов Ариан, Ирон, Алан. Историческая правопреемственность этих терминов наглядно прослеживается по данным этимологии этих слов. Так, Алан представляет безупречное с фонетической стороны осетинское оформление древнеиранского Ариана, авестийского Эриана, древнеиндийского Ария, то есть переход Ар в Эл закономерно привел к Алан. Ираф – название реки в Алании. Ир-Аф, где Аф восходит к древнеиранскому Ап – вода, река, буквально ирская, осетинская река. Этнический термин Ирон, Ир, в отличие от узкообщинных названий Дегур, Дегургом, Туал, Туалгом, Кудар, Кударгом, Чисан, Чисангом и другие, используются в собирательном смысле для обозначения имени народа. Выведенное нами положение о тождественности эндоэтнонимов, то есть самоназваний Ирон, Арион, Алан, было получено на основе общепринятой в науке дефиниции, согласно которой переход Ар в Ал носит абсолютно закономерный характер, то есть понятия Ари и Алан являются синонимичными – Арион и Алан. Наряду с этим, несмотря на то, что тождественность имен Арион, Ирон является гораздо более очевидной, нежели тождественность имен Арион, Алан. По данному вопросу была навязана абсолютно бесплодная дискуссия. Согласитесь, странное дело, когда исследователи, не имеющие к осетинам, аланам прямого отношения, исследователи с мировым именем Всеволод Миллер, Гарольд Бейли, Янош Хармата, Александр Фрейман, Владислав Сгуста, Бильмер, Ричард Шмидт, Ален Кристаль, Георгий Ахвледиани, Гюбшма, Антуан Мейе и другие стоят на позиции закономерного перехода древнеиранского Ария, Эйрия, Ир, Ирон, а ряд осетинских исследователей считают такой переход невозможным. Аналогичную позицию по этому важному вопросу высказал Тамерлан Гуриев, констатировавший, что иранская этимология термина «ир» Всеволода Миллера, поддержанная почти всеми специалистами, нам представляется вполне убедительной. Однако, несмотря на высокую научную достоверность высказанных столпами гуманитарной науки положений, только в Осетии они так и не стали определяющими при рассмотрении истории развития осетинского народа, его языка и культуры. То есть в XIX – начале XX века арианское происхождение этнонима Ир-Ирон являлось устоявшимся в гуманитарной науке, а начиная примерно со второй половины 20-х годов XX столетия, это очевидное, казалось бы, положение начинает без веских на то оснований пересматриваться. Поэтому с целью окончательного снятия искусственно созданных противоречий при толковании этнического имени Ирон-Ир мы обратились к междисциплинарной науке – политической географии. В результате проведенных исследований был сформулирован весомый аргумент в пользу закономерного перехода Ар в Ир и обратно. Итак, на политической карте мира в Западной Азии расположено государство Иран. Основное население этого государства, иранцы, являются по происхождению и языку родственным народам иронцам, обособившиеся от них в доисторические времена. Современные иранские и иронские языки относятся к одной иранской группе индоевропейских языков. Показательным является тот факт, что мировая историческая наука, международные политические институты определяют происхождение этнического термина «иранец» от древнеиранского «ариана». Все авторитетные энциклопедические издания указывают на то, что современное название Ирана, древнеиранское «арианом», страна ариев,
происходит от названия индоевропейского народа, проникшего в течение второго тысячелетия до нашей эры на территорию этой страны либо через Среднюю Азию, либо через Закавказье и говорившего на индоиранском языке. Единственным народом, кто мог с собой принести это имя, могли быть только кимеро-скифо-аланы, то есть иры, иратта. Общепризнанное арианское происхождение этнонима «иранец» делает более чем очевидным всю несостоятельность попыток оспорить прямую преемственность, тождество эндоэтнонимов «ариан», «ирон», «алан». Строго говоря, этнический термин «иранец» является экзоэтнонимом. Особо отметим, что крупнейшее государство Западной Азии, Иран, в системе международных отношений именовалось Персией, пока Шах Реза, 1935 год, официально узаконил его сегодняшнее название, потребовав при этом, чтобы все государства называли его страну Ираном. В этом действии политического лидера Ирана во всей полноте проявилось, во-первых, понимание определяющего значения реликта Ир для судеб многомиллионного иранского народа, во-вторых, значимость политической воли при решении судьбоносных для нации и государства вопросов. Напомним, что сами себя иранцы именуют не иначе, как «ирани». Представленные документально зафиксированные исторические факты, на наш взгляд, более чем наглядно проявляют политику двойных стандартов при определении сущности истории иронского осетинского народа, его имени и языка. Применительно к 80-миллионному иранскому народу и государству Иран существует консолидированное мнение по вопросу арианского происхождения его имени, а в случае с 500-тысячным разделенным иранским народом по тому же вопросу развязана поистине нескончаемая дискуссия. Нонсенс сложившейся ситуации заключается в том, что, как было показано выше, этническое имя Ирон, Арион, было привнесено в Западную Азию народом Ир, то есть, строго говоря, термин «иранец» является экзоэтнонимом. Отсюда, возвращаясь к дискурсу по поводу реверсивного перехода «ир», «айр», «айрия», «ария», становится очевиден его объективно обусловленный характер. Помимо данных лингвистики, об этом свидетельствуют данные истории, мифологии, археологии и топонимики. Поскольку чрезвычайная зашоренность и ангажированность ряда отечественных гуманитариев не позволяет им по сей день признать естественный переход «ар-ир», следует привести еще один аргумент в пользу позиции, высказанной по данному вопросу основоположниками научного ириоведения, алановедения. Здесь мы вновь обращаемся к названию реки Ираф, берущей свое начало от горного ледника в Северной Осетии. Этимология этого имени, как было показано выше, восходит к древнеиронскому «ир» плюс «аф» – вода, река, Ирская река. Показательно, что данное название звучит, пишется на западном диалекте аланского иронского языка как «ираф», а на восточном диалекте аланского иронского языка как «араф». В приведенном сравнении мы имеем закономерный реверсивный переход «ир-ар», обусловленный не чьими-то субъективными желаниями, теоретическими воззрениями, а текущей языковой практикой живого великоиронского языка. Таким образом, была установлена непосредственная прямая связь между культурно-географическими факторами и этнополитическими процессами, протекавшими на Иранском Нагорье во втором тысячелетии до нашей эры. Термины «ирон», «алан» и «ариан» равнозначны с историко-этимологической точки зрения. Вместе с тем, Ирон выступает в качестве первоимени народа, его главным культурно-цивилизационным маркером. На этой объективной научной основе в монографии «Национальная доктрина Алании» были сформулированы предложения, позволяющие непротиворечиво сохранить в общественно-политической практике два самоназвания «Ирон» и «Алан». Имя «Ирон» предлагается использовать так, как оно используется сегодня, то есть в произношении и написании на материнском иронском языке, а имя «Алан», «Алан», «Алан» в инонациональном, то есть русском, английском, немецком, французском и так далее произношении и написании. Последнее сводит на нет всю противоречивую аргументацию противников тождественности терминов «ариан», «ирон», «алан» и их стремление во что бы то ни стало, с одной стороны, противопоставить имя «Ирон» имени «Алан», а с другой стороны, осуществить замену кодифицированного в конституциях Республики Северная Осетия Алания, Республики Южная Осетия имени «Ирон», «Ирыстон» на имя «Алан», «Алоныстон». Столь неадекватная, противоречащая элементарной логике постановка вопроса сама по себе выступает своеобразным оксюмороном, умной глупостью, то есть не имеет к науке социальной действительности никакого отношения.
Таким образом, в отличие от шаха Ирана, на международном уровне институализировавшего 1935 год этническое имя Ир, ими осуществляются прямо противоположные уничижительные действия по отношению к первоимени североиранцев. Примечательно, что тождественность терминов «Ирон», «Арион» вытекает из их функциональной смысловой идентичности. Подобно тому, как «Ир», «Ирт» есть олицетворение света, так и «Арий», «Орий», «Эрий», «Ирий» есть сияние, солнце, свет. Проследим теперь историко-этимологические особенности формирования других эндоэтнонимов и экзоэтнонимов народа Ир. Мировая историография и политическая наука одним из первых народов, фиксируемых на территории Евразийского степного пояса, Кавказа, Малой Азии, упоминает киммерийцев. Большинство исследователей относят их к североиранскому этнокультурному массиву. Согласно работе Алана Чочиева, нет сомнений, что киммерийский этап арийской истории – это еще эпоха до царей-героев Ас. Этноним Гаймер отложился в славянском кумир – герой-бог, объект почитания, грузинских Гмири – герой, Гмерти – бог. И это свидетельствует, что свою веру и богов этот народ имел и насаждал в других народах. Таким образом, мы имеем киммериец, киммери, гимир, гомер, гумир, кумир, кум-ир, то есть поклонение свету, несущий свет, свет. Слово «скиф» восходит к одному из самоназваний североиранцев – сколот, корневой основой которой выступает кола, то есть солнце. Последнее нашло свое отражение в праздничном мире народа Ир, где и сегодня присутствует праздник Некола, посвященный солнечному культу Кола – солнца. В ходе празднества выпекается сакральный круглый пирог большого размера, символизирующий небесное светило. Отсюда вытекает следующая зависимость – скиф, сколот, кола, солнце, сослан, свет. В этом же ряду стоит термин «сармат», этимология которого тоже восходит к свету. Сармат – сар, голова, знание, верх, свет знания, свет. В эпоху великого переселения народов, Средневековья, в Центральной и Западной Европе наибольшее распространение получило имя Алан, Роксолан, Алон. Поэтому, согласно истории Британии, имя Алан выступает в качестве эпонима Европы. Следовательно, Алан, Алан, Уал, верх, восходящий, небо, свет. В то же время на севере Европы, в Скандинавии, преимущественное распространение получило имя Ас, давшее название правящей династии скандинавских богов – Асы. Ас восходит к иронскому Уас. Асы – носители божественной истины света знаний, воины духа, герои. По всей видимости, в этнической среде североиранцев термин «ас» изначально выполнял функцию соционима. Данный престижно-статусный соционим использовался ими для групповой идентификации представителей своего воинского сословия. Со временем он превратился в экзоэтноним, то есть название, которым именовали североиранцев другие народы. В этом ряду стоят древнеславянский «яс», картвельский «оси», «овс», русский «осетин». На востоке в китайской лексике «ас» перешло в «асу», монгольское множественное число «асол». От «ас» – «ас» происходит название континента Азия. Соответственно, асами именовали североиранцев народы Европы и Азии. Таким образом, однокоренные термины «ас», «яс», «аз», «язык», «асу», «ос», «осетин» являются производным от «истина», «уас». Дух истины, исходящий с небес, то есть свет. В имени Сака-Саки произошло наложение на народ его древнего священного тотема – оленя, иронский саг – олень. Семантика этого зооморфного образа напрямую восходит к солярной символике, поэтому весь свод художественного и мифологического наследия североиранцев наполнен пластичными образами этого священного солнечного животного, которого по праву считают их духовно-нравственным идеалом. Соответственно, сака, саг, олень, солнце, сослан, свет. Отсюда проистекает и другое название этого народа, производное от его древнего тотема Масагет. Масагет, саг, олень, солнце, сослан, свет. Широко распространенным на Кавказе самоназванием народа Ир, получившим хождение в эпическом наследии этого народа, выступает термин «нарт», который также напрямую сопрягается с термином «свет». Нарт, наарт, наш огонь, свет.
Обобщение изложенного материала позволило составить масштабную историческую панораму, в которой представлены как эндоэтнонимы, так и экзоэтнонимы народа Ир, характеризующиеся следующими причинно-следственными связями. Главным интегративным признаком во всех приведенных именах народа Ир выступает свет, что полностью вписывается в идеологию Дзауагак – Дзао, восходящее к свету. Согласно данной идеологеме, ни прошлое, ни будущее не играют определяющие роли при формировании полноценной личности. Зная и уважая свое прошлое, понимая предопределенность будущего, для Ирона принципиальное значение имеет исключительно настоящее. Быть подобно бессмертному солнцу героям, совершать социально значимые действия здесь и сейчас. Таков священный девиз этого народа, вписавшего не одну яркую страницу в летопись человеческой цивилизации. Поэтому, изначально веруя в единого Бога, Творца бесконечной Вселенной, Ироны, подражая золотому солнцу в его круговом движении по небосводу, не мыслили и не мыслят себя вне этой священной циклической системы. Отсюда становится более чем очевидно, что все выше приведенные эндоэтнонимы, экзоэтнонимы североиранского суперэтноса являются ипостасью солнечного света, света знаний. Носителями этого света знаний, истины в национальной лексике Ирон Ахдау выступал в доисторические времена и выступает сегодня народ Ир, Иратта. Здесь понятие Ахдау прошло через следующие трансформации – Уак – истина и плюс Тау – распространение истины, света. Соответственно, Ирон Ахдау дословно обозначает распространение божественной истины света. Поэтому Ирон Ахдау выступает первоосновой цивилизационных представлений человечества о Боге-Творце. Сказанное позволяет говорить о народе света Иронадам, как о первых известных мировой науке монотеистах. Подобно восходящему светилу, передающему через свои золотые лучи жизненную энергию всему живому на земле, народ света нес свое духовное мировоззрение света, Ирон Ахдау, народом тьмы, преображая их сознание и порождая героев света. Отсюда становится понятно, почему вся традиционная культура народа Ир буквально пронизана солнечным светом, светом знаний. Солнечная символика заложена в их танцах, одежде, застолье, песнопениях, предметах материальной культуры, художественных изделиях, предметах культа, сакральном календаре. Здесь через морфему Ир все дышит светом и источает свет. В этой связи с началом времен и по сей день великим благом считается приобщение к духовной культуре народа Ир. Говоря о визуальном воплощении образа народа света Ирон Адам, мы вольно или невольно обращаемся к тем одухотворенным композициям и ликам, которые нам оставили наши досточтимые старшие. Именно они, начиная с эпохи древнего мира, средних веков, фиксировали наиболее значимые события народной жизни. Именно они, составляя художественную летопись легендарного народа Ир, смогли в высокохудожественной форме отобразить главную идейную составляющую, которую нес на протяжении многих тысячелетий – жить ради подвига. 1947 год. Казалось бы, только-только завершилась величайшая из битв света Союза СССР и тьмы, представленной обезумевшим капиталом в лице нацистской клики Третьего Рейха. А в это время в колыбели североиранской цивилизации на Кавказе юный Азамбек Дзанайте, непосредственный участник этих грандиозных событий, создает свое бессмертное историческое полотно «Аланы в походе». Парадокс, не поддающийся и сегодня объяснению обывателя. Вместе с тем, это тот редкий случай, когда мастер, обратившись к давно минувшей эпохе, смог в реалистичном стиле отобразить идеологию Дзауагак, идеологию восхождения к свету. Таким нетривиальным образом он воспел подвиг победителей во Второй мировой войне, визуализировал сам дух победы. Здесь и достойный старший, верхом на скакуне белой солнечной мастью, указывающей младшим священный путь восхождения к свету, и царская Матрона, выступающая идеально типизированным образом женщины-воительницы
сосредоточение материнства. Став достойным продолжателем изобразительного искусства кабано-тлийских, скифо-сарматских мастеров, запечатлевших идеологию Цзаокак посредством так называемого звериного стиля, им была решена сверхзадача по передаче мироощущения и миропонимания пращуров народа Ир его современным поколениям. Так будем же достойными носителями имени народа света Ирон Адам.